Подготовка к выборам в республике началась. 10 сентября в России пройдет голосование в рамках одной федеральной и 45 региональных избирательных кампаний. Сейчас формируются избирательные участки и участковые избирательные комиссии. Следующий этап – это этап, который предполагает выдвижение кандидатов в депутаты. Это и по партийные списки, и выдвижение партиями своих кандидатов, и самовыдвижение, хотя это не во всех муниципальных образованиях. К примеру, в городских округах, то есть в городах республики, здесь полностью пропорциональная система, и выдвигать кандидатов вправе только политические партии. Определяются помещения для голосования так, чтобы максимально обеспечить доступность для избирателей, удобство и необходимые условия для всех категорий избирателей. Все время на всех выборах мы организовывали, старались сделать так, чтобы эти люди приехали и проголосовали на участке, и там все условия будут созданы, в том числе и для лиц с ограниченными физическими возможностями. То есть и трафарет для слабовидящих, и для тех, кто в колясках, им предполагается, что специальное место для голосования. Это мы всегда делали. В отличие от многих других, у нас в республике к этому очень серьезное отношение было. В выборах будут задействованы все населенные пункты региона, за исключением 104-го в сельском поселении Бейни, где функцию Совета депутатов исполняет сход жителей села. Главами Назрановского и Сунжинского районов и городе Назране принято решение об образовании 5 новых пунктов. Они оснащены современным оборудованием. Есть другие технические средства, это комплексы обработки избирательных бюллетеней. КАИБ называется. Их у нас 22 штуки, они на всех 22 участках, они в принципе будут. Всего у нас в республике 142 участка. С каждым годом у нас увеличивается количество и участков, и, что радует больше всего, увеличивается количество избирателей в республике. Во многих субъектах идет уменьшение избирателей, а у нас постоянный рост, что нас радует. Крайние муниципальные выборы прошли в 2019 году. Явка избирателей тогда в Ингушетии превысила общероссийский показатель. Она составила более 68%. Региональный избирком вновь планирует провести их на высоком уровне. Руководители УИКов должны следить за соблюдением мер безопасности, а те, кто не в состоянии прийти на участок, смогут проголосовать на дому. Человек, который не в состоянии прийти на избирательный участок, он вправе обратиться и через родственника, знакомого, позвонить в участковую комиссию или в территориальную, написать соответствующее заявление, и к нему приедут члены комиссии для того, чтобы дома организовать ему голосование. То есть переносным ящиком, как и делалось это раньше. Единый день голосования в нынешнем виде был установлен в 2012 году. Голосование на всех видах выборов, кроме президентских, проходит во второе воскресенье сентября, а в год формирования нового созыва Госдумы в третье воскресенье сентября. С 2020 года в России применяется многодневное голосование, не более 3 дней. Длительность устанавливает избирательная комиссия, организующая выборы. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Новости 24.